Более 7 тысяч любителей лыжного спорта в этот день вышли на акцию. Гонку проводили на 4 площадках города. Люди разных возрастов выбирали дистанцию 2, 3 или 5 километров. На финише их встречали волонтеры с подарочной атрибутикой «Лыжни России». Это первый праздник после пандемии, так что настроение хорошее. Хоть куда-то в люди можно сегодня выйти, а то все что-то не было праздников. Бодрое настроение. Рекомендую всем выйти на лыжню, побегать, позитивчик поймать и получить, так скажем, и пользу для здоровья, и удовольствие при участии в Лыжне России 2021. Лыжня очень хорошо, это традиционно у нас каждый год лыжня. Мы всей семьей приходим. Очень здорово. Из-за коронавирусных ограничений условия проведения забега в этом году изменились. Участники стартовали свободно по мере выхода на лыжню. Многие из них отметили, что, несмотря на новый формат, праздник удался. Конечно, нет организованных стартов в связи с ситуацией у нас, но все равно мы собрались с нашей дружной командой и с удовольствием принимаем участие. Традиционно лыжню России посетили студенты и преподаватели Сыктывкарского университета. Более 140 учащихся разных институтов стартовали одной дружной командой. Замечательное настроение, морозное утро. Но мы рады, что лыжня наконец-то состоялась. Мы рады, что пришло достаточно много участников от университета, представители всех институтов, в том числе и преподаватели университета. Погода замечательная, лыжня хорошая, все дружные. Очень приятные эмоции от сегодняшнего дня. Следующая лыжня России планируется уже в 2022 году. По словам участников, многие надеются, что праздник пройдет в традиционном режиме, без ограничений. Ларена Целинская, Петр Шулепов, учебное телевидение СГУ.